Мне кричит Ірина Каштарян, я рэферэнт гістарычнай майстэрні, а таксама супрацоўнік беларускага архіва вуснай гісторыі. І сённяшняе мерапрыемства гэта наш сумесны прадукт, які мы прадстаўляем вам. Гэта нешта новае, кардынальнае для нас. Мы спадзяемся, патрэбнае для вас і для тых, хто яшчэ прыйдзе на падобныя паседжанні. Інспіравала нас тое, што мы набралі ўжо в архіве вуснай гісторыі дастаткова шмат матэрыялу. Гэта больш за 1000 інтэрв'ю, гэта больш за 50 калекцый на абсалютна розныя тэмы, звязаныя з гісторыяй 20-го стагоддзя, магчымыя для даследавання не толькі спецыялістам па гісторыі. Мы таксама сутыкнуліся з тым, што інтарэс да нашых матэрыялаў ёсць, але зарыентавацца ў іх складана. Таксама з тым, што ідзе недаацэнка тых даследаванняў і у тым ліку міжнароднага ўзроўню, якія робяцца з удзелам нашых спецыялістаў. Таму па выразу адной з журналістак, якая рабіла інтэрв'ю пра мерапрыемства з нашым удзелам, мы паспрабуем выбрацца з гэтак званай вежы са слановых костак, куды мы забраліся, адрываўшыся ад грамадскасці. Мы спрабуем стварыць пляцоўку, дзе кожны месяц тыя, хто неабыякавыя да захавання памяці, да выкарыстання метада вуснай гісторыі, змогуць мець магчымасць дыскусіі, змогуць мець магчымасць прэзентацыі сваіх даследаванняў. Тут будзе і дарога і маладым даследчыкам, якія захочуць апрабаваць новыя тэмы, і прафесіяналам, у якіх дасюль, магчыма, ёсць пытанні да пэўных тэм, і, магчыма, хтосьці ім на іх адкажа. Мы будзем запрашаць спецыялістаў з-за мяжы. Мы хочам выбраць новы фармат, не проста лекцыйны, а дыскусійны. А для гэтага кожнае паседжанне мы плануем з удзелам 2 спецыялістаў, прычым пажадана з розных накірункаў. Вось сёння у нас прысутнічае доктар гістарычных навук, прафесор Інстытута славістыкі Польскай акадэміі навук. Ён сябе сціпла называе проста гісторыкам, які адзін з самых спрактыкаваных даследчыкаў і выкарыстоўваючых гістарычны метад. Это спадар Александр Смаленчук. Спадар Сергей Харевскі. Ён часткова гісторык, але больш культуролог, мастацтвазнаўца, вельмі вядомы чалавек, які таксама, як і спадар Алесь, мог бы не толькі рабіць для нас даклады, адказваць як спецыяліст на пытанні, а таксама і быць сведкам, якога трэба ўзяць інтэрв'ю. І спадзяюся, што акрамя прафесійных рэфлексій на нейкія тэмы, у тым ліку сённяшнюю, мы пачуем таксама, можа быць, і нейкія нататкі з асабістага вопыта. Мы спадзяемся, што будзем збірацца ў межах гэтага клубу кожны месяц. Гэта будзе дзесьці канец. Хутчэй за ўсё будзе ўсё ж такі серада, бо размаўляючы з іншымі ініцыятывамі, напрыклад, як беларускія калегі, мы зразумелі, што ёсць пэўная частка аўдыторыі, якая не зможа, напэўна, наведваць у гэты дзень, калі адбываюцца заняткі. Таму сёння чацвер, наступны раз, мы спадзяемся, гэта будзе 22 лютага. Тэмы будуць звязаны не абавязкова з тэматыкай вайны. Напрыклад, наступная тэма будзе звязана з заходнікамі і ўсходнікамі. Ці дасюль існуе мяжа у падзел свядомасці беларусаў. На гэтае пытанні мы запрашаем адказаць вуснага гісторыка і філосафа, пакуль сакрэт імёны выступоўцаў, сачыце за нашымі абвесткамі. Мы хацелі бы звярнуць вашу увагу, што адбывацца ўсё будзе в вядомым і вельмі важным гістарычным месцы. Спадзяюся, большасць з вас прыйшла сюды не першы раз, і што яшчэ людзі прыцягнуцца, але правядзенне такого кшталту дыскусій у гістарычным месцы, такім знакавым месцы, я лічу, што для нас вельмі важна. І таксама хацелася б сказаць пра тое, што вы можаце паведамляць нам таксама цікавыя вам тэмы, якія варта было агучыць на будучыню у межах наших паседжанняў, магчыма, якіх спецыялістаў запрасіць.
Я кажу, что мы не будем заниматься только войной, потому что 20-е столетие, оно для нас важное і гэтай, і не толькі гэтай тэмай. Вось, напрыклад, як мы хотели бы падыходзіць да тэматыкі дастаткова складанай з удзелам спецыялістаў з розных накірункаў. У нас ёсць ідэя, напрыклад, правесці адмысловае паседжанне, прысвечанае планаванню ў савецкі час, у тым ліку закону аб абортах, які был в советский час, и у связи с этим так само запросить. Мы так само запрошаем вас в связи с тем, что мы хотим, чтобы это место развивалось. Наши контакты с зарубежными специалистами показывают, что перспективы у выкарыстання успамінаў сведак часу, якіх, на жаль, зараз самих сабе становіцца все менш, але вось успаміны, якія ёсць, яны даюць нам магчымасць будучых праектаў, будучых даследаванняў, стварэння вельмі цікавых і запатрабаваных прадуктаў. У сувязі з гэтым для гістарычнай майстэрні, як месца, в якім захоўваецца памяць пра Халакост на Беларусі, пра гісторыю мінскага гета, пра гісторыю Трасцянца, актуальнае пытанне запісаць яшчэ жывых сведкаў. Таму, калі вы ведаеце кагосьці, хто быў карэнным мінчанінам, калі ласка, падкажыце контакт, калі мы зможам, мы бы хацелі яго запісаць. Таксама мы адкрыты да таго, каб валанцеры, у каго ёсць час і жаданне навучыцца метаду, паўдзельнічалі ў запісе такіх інтэрв'ю. А зараз мы пераходзім да часткі трошачкі правакатыўнай для нашых выступоўцаў. Мы хочам запусціць ролик, які звязаны з сённяшнім паседжаннем. Сённяшняе паседжанне у нас уводнае, гэта значыць такое, ну, не трошачкі, а сапраўды глобальны маштаб тэмы заяўленай, што у нас маецца у калектыўнай культурнай памяці пра Халакост Беларусі. І у сувязі з гэтым мы спадзяемся пачуць думку гісторыка і мастацтвазнаўцы, як яны сціпла сябе пазначылі. А перад гэтым мы запусцім невялікі ролик, які, можа быць, вам падкажуць меркаванне простых людзей на гэтую тэму. У 1947 годзе ў Мінску быў усталяваны першы помнік у Савецкім Саюзе, прысвечаны ахвярам Халакосту. У часы незалежнай Беларусі мемарыял быў пашыраны, з'явілася алея праведнікаў і скульптурная кампазіцыя «Апошні шлях». Я, к сожалению, ничего не знаю на этот счет. Этот памятник первый раз его вижу. Ну, по-моему, вот здесь вот была вот эта вот печь, куда скидывали евреев. Я о памятнике ничего не знаю, просто мои близкие знакомые приходили сюда, еврейской национальности, они оставляли всегда здесь цветы на 9 мая, и как бы я знаю, что это вот связано с ними каким-то образом. А вот дальше до того памятника, к сожалению, не доходило. Издалека уже видно, что посвящено жертвам войны, потому что видно исхудалые люди. Гэтая тэма, яна не мае нацыянальнасці. Ведаеце, Халакост гэта не толькі было забойства евреяў, да? Вось, усё насельніцтва Беларусі пастрадала. І тут не вельмі істотна, гэта быў беларус, або габрэй, або рускі, або украінец, або поляк. 9 мая это праздник. То есть даже на тот момент, когда сказали, что все, войны нет, у людей был праздник. Естественно, никто не хотел говорить о падших. То есть просто должен быть отдельный день, когда вот именно почтить память, пойти возлагать цветы и так далее. Я думаю, что вообще надо говорить об этом, о том, что такое было, потому что, чтобы больше такое не повторилось. Потому что очень страшно то, что все промолчали, вот, что целую нацию уничтожали, и все остальные молчали. Те, кто здесь живет, они же не относятся к этому. То есть они явно не евреи. И им это все постольку-поскольку. Вы
знаете, я не знаю, есть ли в городе памятники, увековечивающие память белорусов, поляков, украинцев и так далее и тому подобное. Это такой вопрос, почему именно этой национальности. Почему бы не просвещать людей таким образом, потому что, это дополнительный источник информации. Книги мы мало читаем сейчас, может быть, хотя бы с помощью памятников, таблиц каких-то будем что-то знать. Кое-что мне известно. Я знаю, что Брест являлся таким местом, где находилась черта оседлости еврейского народа, да, конкретно здесь, в Беларуси, что достаточно много евреев проживало в Бресте. Очень мало знаю, так как в 8 классе мы такого не проходим. В школе вам не рассказывали? У нас очень тяжело, у нас истории Беларуси нет, у нас только всемирная история, и мы проходим там Индию, всякое такое. Сёння на месцы расстрэлу знаходзіцца помнік нявінным ахвярам Халакоста. Ён быў адбудаваны ў 1992 годзе на грошы габрэйскіх абшчын з ЗША, Аргенціны і Ізраіля. Получается, герои, которые защищали Брест. Если честно, с историей как такового вглубь я не знакома, но знаю, что этот памятник есть. Этот памятник вообще неприметный. Я хожу на работу, да, я вижу, я знаю, но, по-моему, маловато. Нет, в любом случае понятно, что здесь иврит, не арабский язык. Вот. И четко на белорусской мове сказано о том, что конкретно здесь произошло и почему вообще его поставили. Помнік ахвярам Халакоста ў Берасці неаднаразова апаганьваўся. Акты вандалізму былі зафіксаваны ў 2006, 2007 і 2010 годах. Я думаю, что как таковой нет. Нет, я не ощущаю. Мне кажется, сейчас стерты все эти какие-то предрассудки и какие-то границы. Просто никто этим не занимается, вот и все. Конечно, в любом случае она была всегда. Я думаю, что не очень. Внешне видно, что человек не нашей национальности и внешне отличается, но так, чтобы дискриминации, нет, я такого не встречала. У нас достаточно в обществе еще нетолерантные люди, я считаю, и нам есть еще очень много куда развиваться. И я уверен даже, что сейчас некомфортно, например, азиату или афроамериканцу жить в Беларуси. Мы его как провокацию до наших выступленцев поставили. Яны могут реагировать, могут сказать свое меркование по той теме, яка была заявлена. И я зараз передаю слово господару Олесю. Я почну с такого признания, что я не специалист по Холокосту. От темы завсёды был довольно далекий был от этой темы. Но я займаюся устной историей, когда мы записывали такие автобиографичные нарации белорусов, жихаров Беларуси. Жена сказала на початку вежа со слоновой костки, какая вежа? Так некой вёсцы закрываемся, не у вежек, проводим свои экспедиции. И в некий момент, не памятаю випадково, мне задав питання, коли люди розповідали про локальную историю, про трагедию жидовского насельництва в их местности, запитала, чему немцы забивали жидов. И после этого пошел коллекционовать этот отказ. Вот эти отказы люди, я потом буду еще казать, просто зачитаю эти отказы, они так для меня показали, что есть просто какая-то колоссальная проблема в нашем разумении Холокоста и белорусской памяти про Холокост. Ось, якая вельми далекая, то, что люди згадывают и говорят, то есть, есть несколько таких, скажем так, вариантов успомину про это, успомины про як забивали, со шкодованием, со слезами там в очах и так далее. А вот трохи іншим шляхом пойти, щоб питання, чому немці забивали, чому це все відбувалося. І люди спробують одного это отказать, и отказы настороживают, здивляются и примушают задумываться, просто, что в этой белорусской памяти есть про Холокост. Почну я, может, с того, что называть культурной памятью, кодификованной памятью, несколько слов про подручники, мне уже доводилось про это казать. Все-таки, коли идти вслед за классиком, в певному сенсі Марком Ферро, автором славутої книжки, як
детям рассказываются, оповедаются про историю в разных краинах, такая перекладина на такие языки, мова свету. Он означал то, что он означал, французский доследчик, что практично в образ своей нации, в образ інших народов, які живе у нашей души, вельми часто залежить от того подручника по истории, той истории, яку вивчали ми у дитинстві. І подручник вельми важна річ, про яку треба значно більше казати, чим у нас сьогодні говорить. Ну і от я поспробував просто поглядіти, яким чином трагедія Холокосту, одна з найвеликших трагедій, це поставити ілюстрована в білоруських подручниках. Ми почав глядіти просто ті подручники, з якими жили дети Республики Беларусь уже. На початку 90-х годов я сам працював у школі і викладав, і перші годи білоруської незалежності були ще советські подручники. Советские подручники, треба сказать, потому что это, ну, не только там несколько годов белорусской незалежности, это еще и певная традиция, так можно сказать, по тлумачению Холокосту. Подручник 82 года истории БССР Бецедарский Баранова-Павлова. Абсолютно советский подручник. Вельми шмат написано было про ахвяры нацистского режима, оккупационного режима, и в якости ахвяр звычайно фигуровали славяне, белорусы, а так само советские громадяне. Цитата советских громадян. Ну, трагедия габрейского насильства фактично припалась на забытье. Подручник по истории СССР для 11 класса 90-й год. Габреи згадувалися як одна з ахвяр нацистського режиму. Означалося, що 5-6 мільйонів там, по плану повинні були нацисти знищити в Європі. Але наступний радок згадувався план ОСТ і стверджалося, що 30 мільйонів русских повинні були забити по тому ж плану. Фактично, ну, є згадка ще, до речі, про Бабій Яр, у тим подручнику, де 195 тисяч лежить советских громадян. Ось, перше покоління білоруських подручників зовсім інший був підход. Коли ніхто ще пам'ятає червоно-білі подручники, які, звісно, фактично не були подручниками, тому що більшого був просто матеріал для наставників. Я пам'ятаю, в 5 класі була тема «Маховик сталінських репресій». Сама назва этой темы, сам заголовок, для пятиклассника, это было что-то такое абсолютно космичное, что-то такое. Да, ну вот, тут была спроба хіба найбільш ґрунтовно показать, ну, може так, показать наставнику, наставник передав это учням, там не было ніякого наукно-методичного апарату тут, в подручниках, показать трагедию Холокоста. Вельми шмат было написано и про всю политику геноцида. Автор текста был Владимир Сидорцов, профессор Сидорцов. Перелічвалися практично збільше амаль усі гетто, які були в Білорусі. Мало Тростянець згадувався як місце смерті габреїв. Поняття Холокоста відсутнічало. Ну, але от такий був некий просто прорив, я б сказав, той часи освітлення цієї проблеми. Ну, ми ведаем, що ті подручники 93-го года довго не протрималися. Після обрання президента і особливо після референдуму 95-го года, фактично вже в 94-му году була спроба ті подручники видалити з науки со школ. Но просто не было чем их заменить, потому что старые подручники уже были просто знищены, их не оказалось. И в этой подручнике протримались 34 года, там, 96-97 год починается замена. И подручники 97-го года, там, по 2006 год, там практично тема Холокоста попросту зникла. Я мало что не было. Ну, в свою час прочитал я артикул Пера Андерса Рунквиста, шведского доследчика, канадського дослідчика, неприкметних. Просто оборонявся у Канаді. Шведського. Ну, які, да, я публікувала його, який артикул називається «Неприкметний Холокост». Неприкметний геноцид Холокост. Де він якраз аналізував ці подручники і стверджав, що попросту ця тема була відправлена в забуття. Ну, подручник, справді, подручник, кожний подручник, це ж певний набор подій, особов, понятків, понятию. И набор вельми важный для формирования там, для нации творчого процесса, для формирования свідомості, памяти и просто картины свету кожного этого учня. Но при этом, коли нечто выбирается, как запомнили, нечто обрекается на забытье. 97-2003 год фактично тема Холокоста была обречена на забытье.
Она попросту зникла. Ну, там згадывалось трошечки Минское гетто, звичайно, згадывалось у подручниках. Далее уже про это не шли. Вот. И, ну, 2006 год, подручник для 9 класса, история Беларуси, 9 класс, под редакцией Новика. Есть там некие такие згадки, там нават згадывается помник Яма, ну, вельми мало. Але фактично в этом подручнику 2006 года впершыню з'являється термін Холокосту. Впершыню з'являється, і потім наступний подручник, як він знову зникає, його вже немає. Фактично там у словнику, історичному словнику, у кожному подручнику, тільки термін гетто фігурує. Ось. Ну, наогул так характеризовать, коли про все подручники казать тут нема сенсу, типа. Можно только сказать, что, в принципе, коли вот, ну, у меня такое вражение склалось, я говорю, что про сучасные подручники, які виховують наших дітей у школах, по яким учатся, то тут можно сказать, что трагедия Холокоста, она просто находится у тени таких, ну, мальтрадиційного набору советских мифов про Великую Отчинную войну. Она там схована. Нема там уже тих советских громадян, то есть пишут, згадують про Габреев, ну это так, абсолютно такая периферийная тема, неістотная, неважная, і про яку особливо, ну, нема чого тут казати. Ну, було і було тут, а ліпше просто і не пригадувати. І, то есть всю культурну пам'ять не берусь на себе характеризувати, можна знайти інші ніякі приклади, і ведаю приклади особних наставників у різних школах, які спробують нечто змінити, тобто, дякуючи ініціативі, там, нечто міняється. Ну, это намагання особных людей. Ну и коли казать про іншую память, про память коммуникативную, про ту память, яка передається з покоління в покоління, ось з чого я починав казати, то я просто хочу тут, ну, от прозвучали голоси тих людей, з якими ми розмовляли, і які, звичайно, часті самі розповідають про Холокост, то есть, коли тема заходить про війну, вот эта тема Холокоста, некая нам возникает сама по себе. И несколько таких цитат. То есть почну просто з оповіду про масове забойство. Оповіду, який переповнений спочуванням. Цитата. «Багато було жидов у Ленине. Даже побили, в ямку покидали. Хто живий, хто не живий. Та ямка тряслася. Казали, що вельма кров текла з гэтых могил. Ручейком текла кров з ями». Конец цитаты. «Ой, хорошие люди были. Забили их усіх разом с детками. Забили их на либаках. Ой, жалко, такие хорошие были. И мы ходили глядеть, как ворушилась земля, своими очами бачила. Живьем рассказывали потом люди, которые наблюдали их издалек. Копали ямы для себя. А тогда под этой ямой поставили, из пулемета стреляли, и люди валились. Кто, может, даже и не раненый был. Кто знает, что там было. Так вот, я бачила эту живую землю, как ворушилась, конец цитаты. Еще цитата. «У поляках евреи жили мирно и у русских мирно. А немцы, когда пришли, всех евреев убивали. До грамма убивали. Вот в Ленина там большинство евреев. Там могилки, я знаю, рассказывали люди, которые жили кровь, шла через песок. Столько людей. Там у их 1000 было, что литых этих евреев. Всех в общую могилу. В одной могиле погибли». Конец цитаты. Жидов расстреливали. Вёска была на Прасновка. Там одни жиды жили. Это жидовская была деревня, которые держали свои магазины. Те, которые были богатые, они знали, повтекали в Москву, а бедные остались, их тут расстреляли. Вот як дорога есть из Шепелевки на Михайловича, мы вывели с деревни Усихи. Ночью там у яму выкопали, всех расстреляли. Тут я не позначил. Рубежевичи. Рубежевичи меня особисто вельми уразили. Тому що то, з чого Сергій починав нашу розмову, чому там мовчали, чому мастаки нічого не робили. А просто з мого дитинства в Солоніні пам'ятаю такого доброго сябра моєго батька, Мішу Білкіна, який такий був веселий, доброзичливий, такий ось цікавий чоловік. А у Рубежевича, коли я прийшов, то я про його, ну що я про його веду? Я був там дитя, дорослий чоловік, веду, що там, Габрей там, и сябра батьки и так далее. А у Рубежевича оказалось, что Миша Белкин оттуда. Что у Рубежевича была знищена гетто, и этот Миша Белкин был фактично один, кто там вышел. Бо его сховали.
Но мне такое ўражанне, што мой бацька таксама нічога пра гэта не ведаў. То есть чалавек пражыў такое жыццё, і тым слонімі уже пасля вайны, это было значна пазней, просто і маўчаў пра гэта. То есть, не выходзіла ніколі размова пра нейкую трагедыю, яго асабістую жыццёвую трагедыю. Бо ўсе там сваякі загінулі. І яшчэ цытата з тых Рубежевічаў. Побили жидов, некоторые же цякли и жили в вёсках. Знаю, что у Подернове жили, у лесе. А на ночь приходили недзе ў гумноте, куды поночевать. Скоро, как немцы пришли, сразу организовали гетто в центре, потому что у Рубежевичах у центра был магазин при магазине. Даже прохода не было. Там были шауцы, крауцы, коваль был, и 2 ковали были даже. Коваль вот тут у нас по соседству жил, и магазины их были как надо переполненные. Як узнали, что гетто будет, раздавали людям гэтые товары. Яны говорили, живем як братья, расчитываемся як жиды. Гетто зрабілі там у цэнтры. Яшчэ ў гэта гетто привезли з Германии неких жидов старых. Тоже тут поместили, гамбургские говорили. Им нашили желтые латы. Когда-нибудь у ночи там вырывались, ходили цибулю, курочку куплять, еще что-нибудь. Люди сами удивлялись, чему их убивают. Я читала, что будто Гитлера какая-то еврейка заразила какую-то болезнь. Никто не ведал. Приехали карательные отряды в черных костюмах с трупными головками. У лес, значит, стали их вести. Подруга, прибегая, говорит, иди погляди, жидов гонят у лес. А накануне людей заставили вырыть там яму мужчинам. От чего яны рыли эту яму, то, может, никто не знал. Вышла я на этот огород и видела, идет впереди Рабин, кругом с собаками в этих черных костюмах, сзади ехала подвода, на ней сидела еврейка. Говорили только что родила ребенка. И так я наголосила. Тут шмат можна падобных таких рэчаў, які цяжка просто і чытаць, і слухаць, і распавядаць все гэта. Прывезлі. Пры гэтым часта прысутнічала здзіўленне, чаму габрэі не супраціўляліся, не спрабавалі збегчы, знайсці паратунак у лесе у партызанаў. Зрэшты, звычайна гэта здзіўленне насіло такі фармальны характар, бо адразу з'яўляўся прысутніча поўны такі стэрэатып жыда-баязліўца. Цытата. Яны ішлі на смерць, як той кролик да удава. У лесе же были партизаны, там был шанс, а тут же явная смерть. У нас жидов гоняли на працу. И кто их гонял? Был такий Гицель. Гицель перед войной собак робил. Не памятаю его прозвище. У кожному разі він вів жидов, мел на гайку, а кожний жидов на голову вишейший за Гицеля, який их єдиних бил подобных. Евреи знали, и у них был этот, как у нас батюшка, их ранил. Сам напереди все евреи за им сказал им, все мы погибаем. Это евреи сами выкопали могилы. Так положить, теперь стреляют, других ложить. И потом засыпали полицаи. Ну и вот то, что меня наибольше уразило, это спроба людей зразумець, адказаць на пытанне, чаму забівалі. Ну, трэба сказаць, што звычайна гэта пытанне ставіла людзей ў пэўны тупік. Такого нейкага готового отказу практически ніколі не гучало, трэба было настойваць там, казаць, прыгадайце, што там дарослыя казалі, была вайна, тут там суседзі казалі, бацькі вашы мужу сказалі, чаму гэта все адбываецца. Все ж таки тут трэба сказаць, што такая чудасная трагедыя. Беларусь была одной из таких наибольш значных пляцовак, фактично Холокоста адбываецца в наших землях, и белорусы это все назирают. Вельми часто тяжко было застаться неким таким просто сторонним назиральником. Так ці інакше те події тебе утягивали, все ровно. Ти допомагав, там, продавал, ти допомагав забивать. Но некие люди, некий удел был тут, просто быть таким неким назиральником, как мне говорят, по телевизору глядишь, что это бывает. Немагчыма, не выпадает. Вот это вот пытание, чему забивали. После полных высілкаў гучалі адказы разважання адносна прычынаў Холокоста. Першая, найвелікшая група адказаў былі звязаны з перакананнем суразмоўцаў, што масавае забойства нацыстамі сотен тысяч жидов было обумовлено хитростью, як вариант розумом ахвяры и нежаданием працаваць. Цитата. «Почему они нацию эту еврейскую хотели скасовать? Потому что они не работали никогда, и они все спекулировали. Во як цяпер кто что. Бывало, як продаецца один магазинчик, а никто не ідзе. А яны продавали, кімуся и шли. Так их хотели скасовать совсем нацию, их конец цитаты. Они не работали, да, они только старались жить коммерчески. Конец цитаты. Отказ на пытание, чему забивали жид, хитрый человек. Еще отказ. Бог это хитрый народ.
Не патрэбны. Работать он все равно не будет. Еще отказы. Жиды не работали, ошибали людей. Старые люди говорили, немец хитрых, а жид хитрейший. Немец жида никогда не обманет. Вольф сам сказал, у нас закон таких, хоть на копейку ли обмануть повинен человек. Люди гадали, жид такие хитрые, как немцы, и на немцы таких не любили. В отказ на мое питание женщина меня запытала 30-го дня народження. А что, не неку вреду робили? І ще отказ. Слухи были, что жид забил некого там немца. За этого и началась война. Конец цитаты. В этом выпадку власная оценка респондентами жидов заявляется к позиции немецких оккупационных улад, которые карают хитрых жидов, что не работают, люди старались жить коммерчески. Так само видовочная присутность давних стереотипов. Один стереотипов, что жиды николи не працуют, не працавали. Но эта позиция, и они сами виноваты, отрываются. Они сами виноваты, что их забивают. Позиция, так психологично, может, помогала не переживать то, что на ваших людей отбывалось, то есть, что сами виноваты, что тут я могу заработать, и на что мне могу во все это влезать. То есть, могла быть такое, что могло быть. Психологичное некое обрутование подобной позиции. А однойче после такого щирого спочивания загинувшим пробужала наступная цитата. «Ну кто же их знает, что было бы с нами славянами, если бы евреев не убили? Да, конечно, заплодили бы нас всех уже. Нам нельзя было повернуться». Так рассуждал народ. Нет цитаты. Тут так рассуждал народ, и такая была важная речь. Я думаю, что это размовляли с человеком, который был таким фактично лидером, формальным и неформальным лидером Майовский, батюшка. И это так рассуждал народ. Я думаю, соправды так рассуждал народ. Пашута примушає більш критично ставитися до поширеного ствердження, що білорусько-жидовські відносини були такі завжди толерантні, доброзичливі, мирні, добросусідські. Завжди панувала взаємоповага, толеранція і так далі, і так далі. Так само серед названих причин фігурувала особиста неприязнь Гітлера до жидов, бо навіть особиста помста фюрера за певні кривди. Вельми шмат, до речі, було відказано на питання, чому забивали, де присутнішив Гітлер. Цитата. Это Гитлер дал такие указы, и бывает, что указали, что его жонка у Гитлера была еврейка. Один старый немец мне сказал, когда Гитлер был молодой, то жиды его вылегчили. Скастрировать. Сказали, что жидовка выколола в око Гитлеру. Гитлер сын жидовки, яка его кинула. Гитлеру жиды не дозволили ожениться на жидовце. Гитлер был с бедной еврейской семьи, и за его інши смеялись, и коли он вырос, дык отпомстил. Конец цитаты. Ну, в отказах так само присутнічали уявлення про жидов, як про проклятий народ, який несе відказність за забойство Христа. Ну, это особливо дотичило Заходней Белоруссии, какая в межвоенный час была в складе Польши. Говорили, а это за то, что они над Иисусом издевались, Христом. Цитата. Казали, что евреев забивают за Христа. Цитата. Ну, лихо их ведаешь, что-то по причине. Все ж кажут, что жиды некие Иисуса Христа мучили. Да то они провинились так, а за это их так не любят. То они всех жидов позовут. Еще цитата. Все они говорили, что это, как им, так сказать, уже было определено терпеть это гонение. Им было, так сказать, исторически, как по-белорусски, накановано определено пережить этой нации. Конец цитаты. Ну и іншим разом присутнічав так званий кривавий нарід. Отца там і кров дитяті, ось некілька кропелек, мацу треба додати. Причому, коли казали про це, то звичайно те слово супроводжалися певними оговорками. Де так люди казали, я не ведаю ці правду, Бог я веду. А молва все ж йшла, ну, то я не ведаю, кажуть, вони з християнської крові відгавляються, їх чуть-чуть треба і все. Зредку в якості причини фігурувала близькість німців і жидов, які нібито мали подобну мову і походження. Їх же мову знають, їх мова близька. Ну і ця близькість в одному випадку у нас була причиною, тобто німці імкнулися до панування сусвітних, а їх треба було в першу чергу таких близьких, хто їх розуміє, то фактично знищати. Один з респондентів, чоловік з вищої едукації, який під час війни працював перекладчиком у німецької господарчої організації, у своєму відказі на питання про причини Холокосту пригадав антисемітизм в міжвоєнній Польщі, нацистську пропаганду. Ну там можна було цілий такий рейтинг вибудувати, чому це відбувалося. І
і яшчэ пачаў казаць пра асаблівасці беларускага менталітэту. Цитата. «Люди разважали, яны же укрыжавали Христа. Это результат того, что шла страшная антисемитская пропаганда. Продавались календары, книжки, где писали «Не купляю жида», страшный антисемитизм, особливо в 1938-1939 году». Ну, тут мається на увазі міжвоєнна Польща. Так само была пропаганда, что яны и цыганы так само шкодят руку наперед. Немцы жмели всю Европу, заставался только Сталинград. Мерковалось, что немцы будуют новую Европу. Так и казали, новая Европа, новый порядок. А все, что ему перешкоджало, повинно быть знищенное. Думаю, что так само была зайздрасць, што жыды заўсёды жылі лепей. А чаму жылі лепей? Бацька Ізі працаваў у лесе, правяраў якасць дрывесіны. Пасада невеликая, але да яго прыходзіў цырульнік. Жыць не прап'е, жылі эканомна. Умее угаварыць, каб ты з крамы не выйшаў без пакупкі. У канцы канцоў збіраць гэтыя грошы, а людзі гэтага не бачаць. Нараджаецца вялікая зайздрасць. На жаль, наш народ такі. Вось калі вывозілі ці раскулачвалі людзей, ты думаеш, што суседзі шкадавалі? Не, холера з'ем, ён же мне гроши не позычил, тут правильно же забираюсь. Конец цитаты. Довольно широкий контекст интервью дозволял вести гаворку про мясцовых соудзельнікаў злачынстваў. Звычайна про гэта гавораць неахвотна. Ну, вот есть такі вельмі цікавы беларускі даследчык Евген Розенблат у Берасці, і адзін з яго артыкулаў прысвечаны якраз быў гэтаму, і нават пісаў про тое, што людзі просто адмаўляюцца про гэта казаць. В наших выпадках не адмаўляліся. І казалі про гэта, называючы імёны тых, хто быў саудзельнікам забойстваў. Своих, называется, называли. Ну, некалькі просто приведу цитату, как я разберусь в своих этих поделах. Цитаты, якія, конечно, ураживают. Цитата. «Это вараўка у полицию пайшоў, и много тут наших пайшло, которые охотники. И гэта вараўка, ты поверишь, что он вытворял? Жидов гэтых толк. Выкупливаліся жиды ад яго, просились, и золото давали ему. И он золото возьме и трак, заб'е жида, и все, пора. А лишь придзе время, что расплачиваться треба. И он тады пабыў в полиции, уже партизаны пришел. Отмывать свои грехи. Але дзе ж табе Бог, ежели ты заделался, іншых людей душил, а теперь ты у партизан». Еще цитата. «Одного Габрея знаю. Он, переодевшийся за женщину, пешком, возможно, шел, может, где кто и подвез трохо. Но пришел во Вселюб, это 14 километров от нас. Его на улице опознали и донесли. Его там же на улице и расстреляли. И я казала, Боже мой, кто ж взял на себе таких грех? За что? На что тебе? Утек, хай иде, куда иде. У нашей селі не было жидов, у линии свет жидов. Богато-богато было. Побили в ямку, покидали, кто живый, кто не живый. Я ходила и красти жидовское лохмоние. По хатах их загнали на одну улицу, их обгородили дротом таким, а дали побрали и побили. Пошли дети хапать добро. А что я ухопила? Такого котельщика некого вот. Я его взяла, принесла. Мать каже, о, моя дочка, что принесла. И я больше не пошла. Казали жиды, наше то вы поберете, а ваше никто не поберет. Бо не будет там. Еще цитата. Их же били, потом ходили, открывали, отрывали ямы. Она ходом ходила вся, доставали у их грабеньки с головы, платки, накидки были белые, такие красивые, платки снимали. Там же старые, то живые были, и малые детки плачут. И никакие цитаты, які вже просто не належать нашему архиву, не нам, но это цитаты с книжки Ангелькина. Колгасники, антропологічний студіум свідомості, не пам'ятаю докладно, білоруської свідомості на рубежі 20-21 століття. Книжка, здається, перекладається зараз на білоруську мову, може вийде на білоруську вийде. Некалькі цитатаў, ну гэта цитаты пераважна так само з заходняй Беларусі злічаны. У нас жила сям'я яўрэйская, два сыны и хозяйка, сыны живые были. А яе специально у нас дуктубис был, взял яе на прогулку и ля кладбища застрелил. Сказал, как схоронили мы. А другая была замужем, тоже застрелил. У нас был перевозчик, фамилия Шабан. Он за эту яўрэйку грудь свою подставлял. 3 детей, жили небогато. И он каже, она не виновата, она приняла крест у церкви. А яны оттолкнули его, и ее застрелили. У нас все свои робили. Еще цитата. У нас тут у Глинищах, но это уже Глинищах, это уже усходняя Беларусь, Мазырский район. Свой хлопец, мужчина, свой полицай. Ох, як он здекался, страх. Мы пошли раз гулять, девками были, а он жидов убил. Били тады у Юровича, ды прыляцеў вечарам п'яны ў хату, дзе гулялі.
так выскакивали, да утекали свой. У их семья была хорошая, и он был такой гад. Жидов бил и кольки своих хотел посадить. Был один пьяница, который пошел и расстрелял 2 яуреев. Люди переодели 2 яуреев, переодели у крестьянскую одежду и спрятали. А он, сволочь, знал, где их спрятали. Пошел, повытягивал, повел на гору, там горочка такая, и расстрелял. И расстрелял. Они старики были, и люди попытались, а ваши-то так, не, больше Толчуков, сволочь был. И еще одна цитата. Один был еврей, и он тут родился, и он вырос, и были его друзья, ровесники. Так он думал, что они его закрыли, заховают. И они наоборот его здесь выдали и забили. И еще цитата. Была еврейка у одного, тут невестка еврейка. Сын военный был у Минску тамака. А она здесь мне оказалась тут у свекра. Ну и он и выдал ее. У ее была пара детей, девочка и мальчик, и расстрелял. Ну тут вот еще шмат таких можно приводить подобных оповедов про этих саудельников. И звичайно, что называть просто имена этих людей. Тут люди особливо не стримливаются и не обороняют. Ну и я уже часто в своих мыслях покажу про то, что рефреном вот их успоминах про життя пошла войны звучить такая реплика «своя найгорше». Своє найгорше. Не там, не немцы, там, некоторые шел, своє найгорше. Тут можно зрозуміти, что может тому, что просто на своих была надея, сподівання, а некий тут оказалось сподіватися не треба просто. Кожен виживав сам по себе, и человек со зброєю просто пановал и часто не имел литости ни до кого. Где там были свои. Ну и, до речі, у якості забойств так само фігурували м'ясові партизани іншим часом. Это есть у книжцы Энгелькинг, наличие польские партизаны, есть и іншие советские так званые партизаны, вспомины записаны были сейчас в Бытине, Слонимский район. Люди разважали, а я знаю, где они погибли, то есть шла оговорка про жидов с Бытинского гетто, які збили. Только говорить про это как-то стыдно. Это была размова, записанная с былым партизаном размова. Их потопили партизаны. Был у нас такой командир Гусев, один, а потом Бабков второй. Бабков летчик был. Получили указание генерала Капусты. Ну, Капуста это ведомый генерал Камбрыг партизанской бригады. Собрать от евреев деньги на танковую колонну. Потому что у каждого есть золото, хоть немного, но есть. Сказал не деньги, а снять все золото. Ну и мы пробывали в нашем отраде Советской Беларуси, Шапаева, проставляйте золото, не сдают. А тут понадобилось выгнать литовцу. За Перонимом есть такая местность Савиши, там был гарнизон, где был литовский батальон полицейский. Там Известковый завод был. Вот на Савиши пошли воевать наши. Партизанов послали. Кого наперед? Евреев наперед. Это 2 командира, Бабко и Гусев. Евреев наперед. Усих. И они ж не плавать, не стрелять. Мужчины еще кое-как. А там же женщины, дети. Тогда много погибло. Шара широкая там. А шару надо переходить, как потом наступать. Ты там стреляешь, а тут надо идти. Или немцы перебили всех евреев, партизанский тата дошел улиц. То есть золото в богате часто фигурировало в вспоминах как причина того, что жидам спочатку допомагали, а потом забивали, або выдавали немцам. Цитата. Золото же можно взять, его забить. А на что его ховать? Их таких было, у всяк было. Цитата. Выдавал Солтис. Одна семья тримала мельницу, жиды богатые были, их забили богато, тот побрал все его. По хатах они жили, их загнали на одну улицу, их обгородили дротом таким, а далее побрали, их побили. То я не ведаю, казали в Ленине, что там озеро є, то там вельми золото богато кидали туда, у то озеро. Только это казали ленинцы. Конец цитаты. Ну вот это вот так само такие один из стереотипов поширенных на потому где евреи там пишется золото. Ну и вот, треба сказать, тут есть эпизоды, які хіба пропустив трошки, і про то, як спробували допомагали, про шкодування, про це так само вельми шмат, і ми ведаємо, кілька там 700 праведників мира з Білорусі в музеї Яд Вашема фігури. 618. 618. Это официально, а там больше за 700. Вельми часто пригадувалися епізоди безкорисної допомоги або жадання допомогти. Жалели люди их. Слонимских евреев каждый знал, и они всех знали. Он не плакал, только говорил, никого нет, нет. Пани вы больше, моей родины нема. А у меня хлопчик был, он по соседству до хлопчика нашего ходил. Я пришла в сарай для Кличева.
Шалом, шалом, шалом. Думала, мо дзе захаваўся. Нема нідзе, яго забілі. А я таго шалома шукала. Думала, дам адзежу, ды схаваю. Нема. Собраны матэрыял так у нас раскиданы по розных успамінах і патрабуе ще такого больш грунтоўнага сэнсавання. Але то, что вот есть такая велізарная проблема просто с нашей памятью про Холокост, с нашим стосунком до всего этого. Все это выплывает, все это есть. Вот то, что на початку мы глядели, это ролик, где с большего просто не ведали, не разумели, про что там те помники, на что все это. Так само, видать, некое наступство выник вот наших подручников, таких постсоветских, наполову советских вот их подручников. Але вот все ж таки веданне про Холокост есть у грамадства. Уже старейших людей там среднего поколения есть, и это часто передается просто уже такие каналы коммуникативные, можно так сказать, с памяти, вот то, что я кажу. И эта память вельми важная. Важна и для тех, кто загинул, важна для тех, кто застался в живых, важна просто для белорусов, для жыхароў Беларуси, потому что она лишь шмат говорит просто про нас, некие наши проблемы так само. И то, что в великой ступени это вся трагедия Беларуси так отправлена в забытье, вот, когда анализуешь эти фрагменты этих воспоминаний, то разумеешь, что это не выпадково, уже просто не хочется про нечто вспоминать, снова же про своих, я бы сказал, вспоминать и згадывать. Зараз мы передадим слово Господу. Ці ви ще хочете щось? Я хотів просто задати, може, розмова протекла. Господар Сергій буде протягувати туди розмову, питання. Ось мої батьки родом, это 15 километров от Минска, теперь там станция Михайлович. Тогда это была вёска Островы. И на початок войны, Габрев было мало, это вёска. Была одна семья, которая пекли хлеб на станции, и они правдоподобно эвакуировались. И была наставница. И начались эти операции, один с лучнем посадил на подводу наставницу. Один машинист это ехать в развёзку. И люди запомнили сказ, как она пыталась у своего учня: Петечка, неужели ж ты сам меня забивать будешь? У людей стали волосы дыба, и как бы, это совсем побач с Минском, и в семье не склалось уявление, что старейшины не выявляли про масштаб. Были, конечно, некие справки. Понятно, 4 года не працавали. Никто не выявлял себе порядок лічбаў. Існавало некое такое меркаванне, что напэўна ж эвакуявалі з Менска, з города. Что в Менску с 15 километров снуют такие лагеры, что там столько народу знищается, не было уявления. Вот было один человек, одна еврейка, и повез забивать один колешний луч, с которыми с этой родней боялись после, за руку браться, боялись, что это такие заразы. Те люди, с якими вы говорили, яких вы интервьюировали, выявляли себе новый масштаб, что это не только в этой области, не только в этом месте. Потому что меня это завжди цікавило питання, потому что дід працював інженером, тітка в комендатурі, и не уявлять масштаб, Причевунська, такое вражение, что они не уявляли на самом деле этого масштаба. Те уявляли люди поособно там в разных местах реальный масштаб всего, что отбывалось. Безумовно, не уявляли, потому что в нашей экспедиции в этих вёсках как раз какая-то коммуникация. И специфика устной истории, это история локальная. Это локальная история, и звичайно говорить, то есть нема такой свідомості, що там сколько на Беларуси, 600, там 700 тысяч, там что-то охопило всю эту Европу, весь свет. То есть, когда мы с человеком адукованным, там, с наставниками размовляем, то там это есть, там, но в большинстве просто этого нема. Гэтага нема яшчэ і таму, што просто, і ў тыя часы той камунікацыі не было і не ведалі, і потым вся гэта савецкая пасляваенная палітыка,
это забойство советских громадян, каких-то там незразумелых советских громадян. Тексты гэта на помніках советских громадян. З большасці рэспандэнтаў разумение всей катастроф, всей глобальности этого, конечно же, не было, и фактически не могло быть. Тут просто такие локальные, вот, ну, этих локальных, таких неких местов, тутейших историй, так шмат просто. Я решил поговорить про весь народ, про всех жихаров Беларуси, просто масса информации для анализа, для некого розуму. Решил так само згадывать советских громадян, памятаю вот этот Моталь, помніки, які до гэтага часу ўражвае. Моталь так само местачка, где, здаецца, 2000 было там жидов, их знищили уже в 42-м году, фермерами где-то там расстреляли, там, и когда мы были там в экспедиции 2006 год, я потом и позднее проезжаю часто на Полесье, Моталь, это Ивановский район, это Полесье, помник стоит, ну, такие звычайные помник, где перелічаны тех, кто загинул в Мотале подчас Великой Отечественной войны. Там приблизно 100 имен, славянских имен. И написано и еще 2000 советских граждан. По сегодняшний день. Речи про Моталь. Я хочу, может, ведаете, насколько великие это региональные друзья. Аккурат в Мотале мы интервьюировали, фильмовали старых людей, и они нам рассказывали, причем людей таких знаков, там, с 12 народов, там, пишут, які нам, люди, які заслуговують довірки. И они рассказали, что по войне на этих братских могилах Холокоста Мотале зародили силосные ямы для славутых мотальских солдат. Да, и что дзятва ходила по этих отхонах, выколупливала там золотишко. И были внушены сегодня то и то, то есть это не один выпадок, не одна история. И меня щиро шокировало, без всяких коннотаций, там, етично, ці добре, ці кепська. Ну, ось это и зараз. И там зараз собрали несколько помников габрейских, ну, там, где было старые могилки, их обгородили, году, по-моему, только 15 зробили, как там не пасили. Але то, что на могилах сотням людей можно зробить силосные ямы, это, ну, не выкликая никаких, как бы, паншутів, это одна история. А у меня склалось вражение, что есть великая растяжка в этом ставлении, когда мы говорим про умовно так званые католицкие, там так званые польские районы, там Бурановские и так далее. Там криху у меня склалось вражение іншее ставлення. В многих випадках по войне, там, где были ксяндзы еще, там люди сами по как бы, указанию ксяндзу обгородживали это место. Тут приватности в Радуне, Бурановского района оцелела могилки целые. Это в советский час ксяндзы порупились. Ну, мотивация такая, как дети росли людьми, как являли, ну, что это такое, как там не гулялись. Есть ось такая розница з ваших кровок, з ваших предприниманий, на самом речь, в межах, ну, дадзеного выпадку мы говорим про заходнюю Беларусь, так? Мне сказалось вражение, что розница, есть великое ставление тех районов, что ближе до Украины, на Павлёвом Полесье, тех районов, где умовно, там больше с умовно складаются, те она отчувает, как розница в ставлении. Мне здається, тут може справа не в тим, що були католицькі ксяндзи, католицький костюм по-іншому ставиться, тому що позиція, наприклад, католицького костюма міжвоєнної Польщі в стосунку до прояву антисемітизму була в великій степені самі розпалювали. Антисемітизм до забитих може, але мені подається, що може тут роль відігрували просто присутність або відсутність неких таких формальних і неформальних лідерів, авторитетів, які могли нечто зробити. Вот старшиня колгаса в Мотале, вот он так вот поставился. Ну там в Мотале там еще своя цікавая история, вот эти вот
2000 расстрелянные, мне, когда мы там были, то я пошел людей пытаться, ну вот там же были домы, там была некая маемость, а где это там? Ну и вот мовчание одразу, не ведали, памяти. Потом же з інших не здаведаўся, ну да, были забиты, и люди просто пошли, заселили в эти дома, забрали маемость. То есть вот такая некая, ну, так само фактично саудел у забойства. Такая форма. И после этого неяк вот, ну, шановать память и памятать, ну, все это, ну, особливо не хватает. Лепш написать 2000 советских граждан там забитых. Поставить кропку. Зараз, правда, там внутрі шмат що робиться, і говорить про це, тому що, ну, зараз туризм треба розвивати. Да? Вейсман там, то есть, і хата там, здається, заховалась, і частка є заховалась, нечто есть, то есть, связано с Израилем, тут и шакаешь, что, может, это нечто там даст. В Радуне, вот, то, что ты говоришь про Радунь, да, памятуют о могилке, які уразили, конечно. То, что в советские часы это было, это безумовно ураживало. То есть, сейчас вспомины, які мы записывали в Радуне, часто там, вот, партизаны польские стреляли. Свои доносили, там, не немцам, партизанам, приходили польские партизаны, то есть, ну, про это вот сведчение, там, некие бункеры, где в лесе ховались и кидали туда гранаты. Так само мясцовые, свои. Ну, ось я чув так само з моїх подорожів Брасловский, Полставский район, Верхнеотвинский район, это, ну, латышско-литовское помежье, когда говорили, рассказали про этой теме, то была такая нота, что свои, тутейшие, так, полицаи были ни крепки, ни тверды, и всех добивали. И что для этого доводилось эту работу проводить литовцам и латышам. Карные батальоны, чтобы зачистка была стопроцентная, потому что соседи свои, ну, могли отпустить, могли там, как бы, обрывать, но не забить, и как-то не было такой твердости, что отправили, ну, это, ну, подтверждается, это не только, как бы, люди говорят, там, Друи, в Линтупах, в многих местах, правда, Голокост учиняли литовцы, або латыши. Да, это есть. Что з боку немцев не было доверу для виконання таких операций белорусской полиции. Это есть, но лишь я думаю, что и полиция так само удельша. Может, не в таким масштабе, а вот в Бобруйску, здається, там литовская была полиция, знішчала гетто там. Ну, вот, может, сапраўды, тут тяжко мне про это вот казать, отказывать, потому что сапраўды Беларусь были притягнуты карные в этой частке, полиция там и литовская, и латышская, и украинская, здається, была так само, які виконували, то есть вельми активно удельничали в Холокосте, это так. Вот свои, ну, может, сапраўды там, ну, тяжко про это казать наогул, але тут, разумеете, это ж полиция, когда мы пытаемся людей, чему пошли в полицию. Я даже массу вариантов, например, тут усходняя Беларусь, там просто сказали, что их мобилизовали. 18 годов дали зброю, иди, хочешь, не хочешь, а куда ты денешься там? Мы пошли, там хлопцы, что якие они были, да не якие были, ну просто. Потом заявился Максим, сбегли в партизаны там. То есть людей ставлять до полиции партизаны вельми часто абсолютно какой-то нольковый. То есть и одни, и другие некие закладники ситуации просто. У одних плюс обернулся так, что наткнулся в полицию, у других у партизан. А лечить, что вот какие-то и те вороги, и те вороги, часто не выпадает. А стосунок вот до жидовского насильства, до этой трагедии, то он так часто делил, безумовно. Мы заговорили про полицию, я говорю с человеком, опушним человеком, який вижив війну з местечка Павлозагородське. Это Пинский район, это была вельми кранальная такая драматичная встреча. Мы снимали фильм про Габрея в Пинску, и выпадково этот человек приехал из Израиля, то есть выпадково. И мы его записывали и на камеру, и после говорили, и он рассказал эту историю, что он по неких справах ходил в городище и вертался в Павлозагородске. Его перестрел на дороге знакомый селянин и сказал, куда ж ты идешь, там уже ваших уже всех побили, утекай. И то и ломанул на болото в пошуках партизан.
3 месяца ходил по болотах, нарешті знайшов этих партизанов советских. Які йому сказали, а що ти прийшов без зброї, що ти з пустими руками? От ти йди знайди зброю, тоді можеш, ми тебе візьмемо в отряд. И он еще 2 месяца блукал как бы, по болотам, пока не сдал зброю, не вылечил партизанский отряд, стал после советским солдатом и после заканчивания войны направил в Израиль. То есть были подобные выпадки, когда говорить про партизанов такого стало? Были. Ну, на вот тема партизанская тема и тема жидою партизан такая вельми болючая тема. И на тяжко с партизанами размовлять. Фактично у нас была одна ситуация, когда партизан, вот быть не был партизан, когда так широ распавядал про то, фактично забойство руками немцев. Жидойки збегли там з гетто, и только одной человек так трошки замялся и говорит, ну стыдно некуда это казать. Вот. А так все было нормально. Он дальше распавядал, як он там сам вывез целую жидовскую семью с бытиями, сховал. Рассказал про это. На возе там нет, сховал там их под сеном, вывез. И так с горочу признался, и ничего мне не заплатили за это. Это такая вот нечем страшная история про нас самих, про Холокост. Таких неких вот, можно шмат разных историй знаете. Это такое некое выпробование на человеческость, на людскость, якое тяжко было вытримать, и не все его вытримали. А це була розниця в ставленні партизанов армии краевой и советских партизан, потому что я ведаю и говорю со сведками людей, которые выжили из Виленского гетто, они называли эту дорогу, так и называли, белорусская дорога, якую зробили краевцы, ховали в малых костелах и вывозили на подводах, там, ну, бульбой закидывавши, до Налибодской пушки, на той бок, где уже было больше-меньше зоны контроля околцев, где был хоть який шанец выжить. Ну, я говорю з чоловіком, який вижив. І таким чином. Це було вот в этих розмовах, це була конфліктна ситуація поміж околцями і советськими партизанами, обставлені до габрейців. Сергій, ти задаєш такі питання, таке тяжко вельми відказати. Тут така грунтовна просто праца, може, архівна праца, причому в зачинених архівах, і сьогодні зачинена. Особисто, коли враження казати, то я б сказав так, що треба мати на увазі, що були різні і польські партизани, умовно говорячи, різні совєтські і білоруські партизани. І вельми часто це були просто отряди просто бандитів, які ховалися у ліс. Просто забивали и своих, и жидов забивали, и всех забивали. И у нас есть шмат вот, оповедок про то, как польские партизаны забивали жидов. Просто потому, что жид. А жид 39-й год, Советы пришли, он был в Зиме, значит, ворог там, Польша, достатково этого было, как не связываться и все. Есть приклади іншие, то есть и с советскими партизанами так само, вот то, что там иди зброю шукай, иначе там, и вот послали там этот литовский, немецкий гарнизон, как их там просто всех побили. Інша ситуація, коли сапраўды там ратавалі, дапамагалі ім, був шанс нейкі выжыць. Вось тут неяк так вот цяжка ведаць нейкія заканамернасці агульна такія бачыць. Тут вайна сапраўды, вот это хіба К'ярі в сваёй кніжцы «Вайна за лініяй фронта» пісаў про то, што беларускае грамадства, он параўнаў беларускае грамадства з флотам, якога несе па бурному там мору, и там вот люди просто кожны чапляецца за што-небудзь, каб не разам, а вот кожны сам спрабуе неяк выжыць. І калі ты можаш выжыць толькі столкнуўшы іншага, то ён столкне гэтага іншага, каб не перашкаджаў. І пісаў про то, што абсалютна вот адсутнічала беларускай сітуацыі падчас вайны, это адсутнічала салідарнасць. Солідарнасці не было ні на якім узроўні. Ну, так Ярий писал на подставе немецких документов немецких архивов, которые иллюстрируют, немцы так анализовали ситуацию на оккупованных территориях, и там были такие довольно докладные справоздачи о настроях людей, о стосунках между людьми, и вот такой образ народился. Не хочется с ним сгаджаться за этим образом, потому что на вот наших размовах мы инше сустракаем, а хіба так вот так генерально говоришь, то вот это вельми близко было до речаистности. Отсутность просто солидарности. Не только тут уже ходила жидов, там ходила просто навата соседа. Одной с тобой веры там, навата свояка.
Ну, солидарность, да, наша традиционная беда, вот сутность солидарности. До речі, про веру там и солидарность. Я чув историю в Клецку, Смиловичах и коли мусульмане татари говорят, и сорок спису праведников света. В Минску бывали так Что среди татаров можно было затираться, что это был шанс больше, там где была такая некая ума, хватало всего, что можно было как что и не раз я чул такие грозные палестинские. А тут, до речі, ще він мало тут думаєш про його, на тон гетто, чому не бігли з гетто. А тому що вот, а куди бігче? Часто гетто это еще шанс вот выжить просто и некий час прожить. А ты побежишь, и что с тобой будет? Вот, на кого ты там натыкнешься? На полицию, на партизанов, там, еще на кого-то. Тебя могут как того жудаки там во вселюбие как опознали. Просто на улице заставить. Тут ситуация была такая, что просто вот, а куда идти? Система захватила. Ну, може, вже ось не будемо тільки ми розмовляти, може, Может, кто-то хочет задать питание, господин Андрей? Я хочу продолжить тему про искусство, которое там возникло. Картинка-то вырисовывается какая? Ну, с одной стороны, вроде ждали осмысления этой темы Холокоста от евреев, да, в мастатстве, но они, как ты говоришь, сами от нее первые отказались. После этого, ну, белорусам или кому-либо бежать, грубо говоря, впереди паровоза вроде как-то не выпадало. С другой стороны, ты же знаешь, что эта еврейская тема намертво из белорусского мастатства не изникла, да? Ну, советский же. Только очень интересно, абсолютно верно, те же самые цифры на сердце и те же самые люди со звездой Давида, которые там изображены, они изображены отнюдь не лицеприятно. Как это понимать, на твой взгляд? Размова ведется одна картина с Михаила Савицкого, народного мастака СССР. И после этого я себе такое дозволил намалявать гору трупом, а справа стоит немецкий эсэсовец, а слева вязень концлагеря с зоркой Давида желтой. Коли почався скандал, то, до речі, эта картина еще не висит в музее. Можете простить, что мы не голословны с коллегами. А тогда он взял, ну, намалявав зверху синее, как бы еще. Но она все одно бачно, в sensie, заробил ромбик еще, что нібито змягшило. Но ему хапило при тым, как вот тут я уж не подберу эвфемизм, как бы переконывать всех, что и он это бачил, будучи сам вязнем концлагеря, это он выявил так званых капо французских и бельгийских абреев, которые были в этих концлагерах помогаты. И то бок не просто там повинился, а пошел в наступ, и активно отстоивал эту позицию до конца дня. Притым, это ледзі не адзіны такі вялікі знакавы твор, прысвечаны этой праблеме, заўсёды есть пасляваенны как бы наш перыяд. Притым, што дзіўна, ну, скажем, у яго былі таварыскія, сяброўскія адносіны з тым жа Маем Данцигам, яны ж пра нешта гаварылі, з тым же Ісакам Давідовічем, Натанам Воронавым и многими іншими габреями. И неяк вот и потискали руки один одному при гэтым. Занон Павловский был такой. И я не сказал, что вы, конечно, так меня перекрутили, что они первые отмовились. Нет, я не сказал, что они первые отмовились. Потому что, ну, можно разуметь эту войну с кампанией супраць космополитов, допустим, там то все сапраўды можа не уяўляўся масштаб, но проходили годы. И никто не дал мне тым ліку и гэтыя мастакі тлумачэннем. Можно, конечно, уявляць себе, что это некий психологичный барьер, что ну, тяжко себе. Это есть момент, это вельмі тыпова для мастацтва про войну.
што калі вот вельмі блізкая падзея, то мастакі не ўзбіваюцца на ўзровень абагульнення, вобразу. В 40-е гады было шмат таких, репортажных, карикатурных речей. Там немцы, дурачки какие-то, там полдурки, там, значит, партизаны такие, герои, античные бои. И все какое-то было такое локальное. И только уже недзе праз гадоў 20, 60-х, тым ліку і Данцыг, і многие іншыя, узбіліся на нейкія вобразы, асэнсаванні вялікія гэтых падзей. Чаму гэта тэма ўсё ж такі... Адно з тлумачэнняў, вось якое даў Ціхановіч, што баючыся рэпрэсій, канкрэтна Заір Азгур, шмат што пазнішчаў, дазнаўшыся пра забойства Міхайлаўца. Гэта можа быць яшчэ адзін з матываў. Але так і не мае там тлумачэння. А почему вот такая параллель? Мы имеем, скажем так, великую белорусскую литературу о войне, да, белорусскую литературу. И опять-таки там этой темы тоже нет, фактически. Як я только что коллегу Смоленчука замучил этим питанием, что нема отказу до конца. Там это, допустим, это можно было пропустить там до 86-го. Понятно, некие обставины, объективная цензура, то да сё, там, сионизм, сусветный, 5-10. Пасля, прикладно, там, сярэдзіны 80-х, дай Бог, никто не замінал. И были спробы некие, но они были вельмі крылые. Юрий Стузин, Мастаков, які поднимали, это было такое бытописание. То есть уявить себе этот масштаб, якости в образе, той же Мейер Аксельрод, який в Москве прожил, и ведал, и масштаб, и все. И он не пошел далее неких эскизов, таких замалённых. Может быть, тут вы нам допомогли психологи, что человек, якого это тычыцца не абстрактно, а конкретно. И вядзецца не просто про ахвяр, а про твоих самых близких людей, которые знішчылі. Так? И знішчылі много, дарэчы, мастакоў габрэяў, как Абрам Бразер, які не поспел эвакуироваться, а его нацисты примусили малявать свои портреты, а после отправили в газовую камеру. А коли это вот тычется беспосредно у твоих близких, родни, а не там статистичных ахвяр, то может быть ёсць нейкі вот такі психологічны бар'ер, які цяжка пераадолець. Потому что вот уже с перастройки асаблівых тлумачэнняў няма палітычных. Тут есть еще інший момент. Тут просто я так пригадываю, 4 года тому мы в Городне зрабілі книжку Городня 10-20 стагоддзя «Королевский город с провинційным лёсам». И упершыню фактично мы вот там 10 стагоддзя истории города, мы у кожную эпоху, там был нарыс присвечены габрэйской общине, присвечены городинским жидам, там был нарыс. Мы упершыню это зрабілі, это адзіная книжка в Беларуси. И коли анализовать не только подручники, анализовать литературу так, историчная, якая з'является з іншого боку, скажем так, якая не так повязана официальной идеологией, там, доминующих историчных политик, это нечто вельмі подобное. Справа не только в Холокосте, справа в том, что есть некая такая имкнение, такая наполусвядомая, несвядомая спроба просто жидов с белорусской историей выкинуть. То есть просто понимаете, какая вещь получается? Если нет художественного осмысления явления, да, а после этого мы начинаем удивляться, почему со стороны, совсем простого люда посполитого тоже про это, фактически такой заговор молчания или непонимания существует. То есть вот эти вот две вещи, они в синхроне должны идти? Или здесь они в синхроне пошли по поводу, заговора молчания? Выходит так? Можно, то есть что белорусские приватности литераторы спробовали. А я маю на увазі, конечно, Олеся Адамович, Василя Быкова, коли ви пам'ятаєте, Сотникова оповість, там фігурує дзяўчынка, габрэйка, якую перахоўвае ў сябе беларуская сям'я, старасты,
якія становятся ахвярамі за дзеянняў сотнікаў. Іх раскрываюць. Яшчэ больш гэты вобраз падкрэсліла рэжысёрка Лариса Шупіцька в фильме, снятом паводле этой оповести «Восхождение», где этот образ был больше прописан этой девчонки, этих персонажей, этой следчи, который у Быкова проходит как статист. Нам по Быкову ведомо только то, что он до войны был наставником музыки. А Шупицка запросила на эту роль Солоницына, могутного актора, харизматичного, який зняв этот образ там летний до масштабу Пилата. И там есть все ж таки этот персонаж, этой девчонки, и это коллизия, что люди одни ховаются, и вот что отбывается. Ну, у Олеся Адамовича есть, у Адамчика колькі слова, то бок не сказать, что зусім не было литературы белорусской. В мастацтве предмета для размовы няма до, скажем, до 21 століття. Зараз цікаві ініціативи. Будь ласка. Як же Ран? А? Лазар Ран. Так, ну он же не показал властно вот этот масштаб Голокоста. Его есть там про концлагеры и так далее. И он николи не был, и это стало публиковаться только уже в 90-е годы, когда мы возьмем там эти альбомы, которые выходят раз на 5 годов, каждые пятигодки, там Лазар Ран проходит зусім іншими работами. И про эту частку его на творчестве никто ничего не доказал. А зараз, вот про что сказал Олесь, что робятся какие-то дивные инициативы. Вот конкурс был Милевой в 2006 году. Холокост было пропоновано мастакам, и что еще важнее, учням мастацких школ. Вот был конкурс, такое зарабили и в Витебску, но это вот уже наш час. И что робится, я думаю, что это треба ухвалять, ну хоть так, потому что сапраўды это галерея мастацкая, как бы, конечно, не полная, так. Дякую за поведомление. Я хотел бы некоторые заўвагі спочатку, напевно, сказать. Тут была стужка, показывали помники, назвали, что это первый помник у Советском Союзе 47 года. Мається на увазі на Яме. Вот, поглядите, 47 год, помников, які присвячені ахвярам Холокосту в Белоруссии, уже были в 44-м, 45-м, 46-м и так далее. Так что это не первый помник у Советском Союзе. Другое, тут, напевно, нам потрібно звернути увагу, що ввогуле проблема Холокоста у Європі, коли ми візьмемо і Германію, і Францію, і вона починається тільки в 70-х годах. Тільки. Так само мовчання, так само нічого не знайдете. І в подручниках. Тобто, це такий процес був, як кажуть, не тільки в одній Білорусі, а і в інших країнах. Звісно, різні відтінки він мав. І ось що тичиться, ми наблизилися до Білорусі. Мені подається ось у спадара Олеся Смоленчука подбор фактури, білоруської фактури, не зовсім, напевно, ну, комплексний, коли так можна сказати. Тому що я так само зустрічався со свідками. І перше, на що вони визначались, вони вельми добре ставилися до своїх єврейських сусідів. У їх амаль не чутно ось гэтых здекаў про то, что они недалекий некий народ, что они хитры, что они завсёды обманывают, что они жиды и так далее. Наоборот, и тут по Минску, потому что увогуле зникала вот гэтая, зникла на вот гэтая тема антисемитизму, это адрозненню, это у довоенные часы. И вот когда почалася война, ось якраз на Беларусі і беларускае насельніцтва в гэтым дачыненні шмат што показала. І в адрозненні ад наших соседей. По Минску тыя ж самыя документы, докладные немецкие документы, потому что порядок был тут уведены до абсурда. И вот они пишут, что в Минску насельніцтва, потому что при дапамозе и пропаганды вось-вось подымется супраць евреев. Ідзе ліпень, ідзе жнівень, ідзе верасень, ідзе кастрычнік, і вось пачаўся лістапад, і немцы самі пачалі забіваць евреев. Менавіта немцы, хотя и примушали белорусов.
А калі мы возьмем суседзяў, якраз мы бачым тут прыклады, калі само насельніцтва забівала сваіх суседзяў ці яўрэяў. І далей. Вось мы вызначаем як бы пункты такой канфронтацыі, у тым ліку, напрыклад, і партызаны. Канешне, тут міфаў вельмі шмат. Але ж узгаданы нават вамі Капуста, вы ведаеце, ён, як гэта не дзіўна, прымаў яўрэяў у сваё злучэнне. Ён арганізатар чыста яўрэйскага партызанскага атрада. І ў гэтым дачыненні нават яўрэйская абшчына хацела, каб ён атрымаў тытул праведніка народаў свету. То есть, але калі мы гаворым пэўны эпізод, вось выбіраем. Напрыклад, забіралі ў яўрэяў маёмасць. Насельніцтва бегла, брала. Вот поверьте, вот колькі б не працаваў дакументаў, насколькі нямецкі бок дакладна вызначаў, што ўся яўрэйская маёмасць яна належыць ім. Што маглі даваць, але толькі, каб разбіралі гэтую маёмасць, але толькі паліцэйскім сілам. А проста насельніцтву мясцовым гэтага не давалі. І калі мы... Не, я маю на ўвазе, вось калі забівалі яўрэі, вось гэтыя. І нават... Не, вселились тады, пасля забойства вселились. І не паліцыя, вселились просто людзі. І калі... А я як бы дэталізаваў вось гэтую з'яву, я пачаў шукаць вось гэтых людзей, якія сапраўды узялі гэта, занялі пакой. Таму што яны палепшылі сваю мову, і нават яны казалі, што, вы ведаеце, нават у гады вайны я лепш жыў, чым, напрыклад, у даваенныя часы. І атрымлівалася такім чынам, што ён вызначальны, гэты чалавек, што ён быў у гэтай акупацыйнай сістэме кімсьці, і яму давалі такую магчымасць. Таму што іншым, нават пры іх жаданні, не было магчымасці. Нават калі немцы хацелі забіваць і забіраць сабе, то гэтых нямецкіх салдат адпраўлялі ў канцлагер. Таму тут як бы такія погляды, як бы, калі жанчына штосьці расказвае, тут, канешне, у гэтых высновах па вуснай гісторыі, напэўна, патрэбна ведаць, вот колькі гэтаму чалавеку было гадоў, як я расказваю. Можа, яна была маленькая, можа, гэта было са слоў. Таму што я вот акцэнтацыю, можа, апошнюю такую раблю, колькі б я не вёў размову са сведкамі. Вельмі добрыя адносіны сапраўды да сваіх суседзяў, яўрэяў, і не было такіх, як бы, вось, ну, як такога, як бы, нейкага іранічнага, як бы, погляду і стаўлення такога, ну што ж, яўрэі штосьці, як бы, яны дзесьці і заслужылі. Добра, я адкажу, дзякуй вялікі за рэпліку, за увагу. Ну, хочу сказать, што я ж тут мы не размаўляем пра, вот, не пішем тут нейкую гісторыю от Халакосту сёння наших выступаў. Тэма беларуская памяць пра Халакост. То, што людзі будуць добра казаць пра габрэяў, пра жыдоў, ну сапраўды, просто запытаеш, якія гэта людзі, і звычайна ніхто кепскага слова там не скажа. Нават калі думае кепска, але ну ёсць нейкія там нормы, скажем так, антисемітызм і так далей, скажу, все добра. Ну вот чаму меня гэта пытанне зачепіла? Тут в этом пытанні, чаму немцы забівалі жыдоў, тут нема такога простага, раскажы, якія яны былі. Добры ён быў чалавек, жыцці кепскі. Это пытанне зноў жа пра жыдоў, но пытанне якое такое вот в обход ідзе, такое пытанне з далёкім падыходам мне. І вот эта спроба зразумець, чаму, она варочваецца вот тым, што оказывается, вот ёсць іншае таксама меркаванне, сидіць там у душы, што гэта за людзі, тыя евреі, хітрыя, там не працуюць, спекулируйте и так далее. Скажите, а вот власне селяне з досвідом змогли отказать на это питання? Може, як було питання про масштаби, мені подається, що воно фактично такого самого формату. Тобто, коли взять уровень штативности, белорусское солнце, они не могут отказывать на таких Алексей, я не шукал правильного отказа. Разумеете, в этом питании есть просто оценка тых же жидов, оценка того, что отбывается на твоих вачах. Ты там дитя добре, ты всего не ведаешь, что ты живешь у семьи, батьки про это говорят так ці інакше. Тут просто есть момент оценочный, тут не факт некий, мы не шукаем этих фактов. Факты сапраўды можно помыляться весь час у той вусной истории, но есть оценка. Ёсць вот это самый некий погляд на то, что отбывается, спроба это зразумець, вот это цікаво, это заходит, это больше важно, мне здаецца, чым некие факты там. Разумеете, вот тут за это сцепляешься и возникает проблема. Я специально, я мог, конечно, тут побудовать весь этот выступ, собравший вот факты про то, як дапамагалі. Ёсць таких так само шмат успамінаў, ёсць, может, меньше, чем вот іншых, але ёсць на так само. Я специально это не раблю, потому что, ну, вот, это казаць, ну, уже про то же самое.
Калі у нас хлоп трэба размаўляць пра нешта, што баліць, напрыклад, мне гэта баліць. Дарэчы, тут частка этого матэрыяла апублікавана, помните историку беларускі калегіум апублікаваў, зрабіў электроннае выданне, можна на сайце палітычнай сферы прачытаць артыкул, то есть там есть подборка. На сайте калегіума. Калегіум на сайце. Зараз перейдем до наступного питання. Просто от меня реплика, что у одним сведку может быть такий набор стереотипов от того, что люди допомагали евреям, до того, что они здивлялись их обыяглости, нежаданию збегчи. И традиційними логічними схемами успоміни часами тяжко тлумачить. И вот у меня недавно, например, было интервью, женщина жила вот просто каля гетто Менского, глядели в окна дома на то гетто, до их прибегали евреи, и она после вот кренная менчанка, рассказывая про то, что евреев забивали, потому что евреи выбили бока Гитлеру, и такие вот наратив ты сустракаешь у центра города Менска, от человека, кандидата у майстри спорта, высшей эдукации и так далее, и ты начинаешь задумываться, чему такое может быть в голове. Ирина, а можно вам вопрос и чуть-чуть развернуть этот разговор? Ну, сейчас две стороны у нас получается. Евреи, белорусы. Третья сторона все время проходят немцы. Вопрос чисто для информации. В Германии проводились ли исследования примерно с таким же вопросом? Вы у нас самая немка из всех. Вот. В самой Германии, вот на сегодняшний день, у самих немцев, ну, немецких обывателей назовем, да, как они отвечают на этот вопрос? Чисто, ну, скажем так, там, нацизм, хрестоматийно. Я була зараз в Австрії на спеціальному воркшопі по використанню відеоспомінів свідок нацизму у едукаційній діяльності. І там якраз таки вельми шмат було уваги тематиці Голокосту. І питання, яке піднімали адукатори з різних країн, там, з Америки, з Канади, там, з Ізраїля, ну, з Ізраїля ні, з Південної Африки, різні. Як зробити локалізацію, як зацікавити школьників тематикою Холокоста, тому що ти ж ізраїльські продукти, які вельми часто той же Яд Вашем роблять, вони більш орієнтовані на ізраїльських студентів, чим ось на тих, хто не приналежить до єврейської національності. Так ось питання було накеровано тим ліку до німецьких колег, у їх немає цього питання. Тому що їх настільки от з дитячого садка от виховується. А кто был ребенком в то время, или кто пережил войну? Я скажу, Андрей, я расскажу. Да. У меня была вельми цікава ситуація. Записував спомини чоловіка, який, ну, на год, який був остарбайтером, вивезений на працю. І ніяк так уже так просто вот, по інерції задав питання, чому забивали, там Холокостник пройшов сюжет, а потім подумав, що його питаю, його ж тут не було. І проголошав отказ. Один старий немець мені сказав. Сказал там, вот в Немеччине, что когда Гитлер был малый, его вылечили. Ты понимаешь, что получается очень интересная параллель, что это пришло на нашу землю оттуда, но на той земле представление Ну, ще я такое бы питання. того же уровня. Тему було зняло дискусійну в Німеччині. Є такий автор Вельцер, є таке популярне його дослідження «Mein Opfer kein Nazi». Это, значит, мой дядуля не был никаким нацистом. И там розповідається про проблему другого і третього покоління після цих подій, про те, що дяди мовчать, а діти, вони цікавляться, вони обіляють, особливо внуки вже історії, і доводять до того, що буває, що були і нацисти, і вони там після допомагали євреям, і вони ніяк в этом не удільничали. І це ціла проблема вот, навіть внутрі сім'ї, як вони будують свої наративи у сувязі з уділом у злочинствах їх дядов і бабуль. Потому что в той же Германии, насколько я знаю, тоже один из ключевых вопросов. Мы знали о существовании концлагеря или мы не знали о существовании концлагеря? Я тирольский крестьянин, и я... 60-х годах, коли казать про звичайных немцев, то они ничего про это не ведали. Ну вот. Про концлагерь. А вот тут вопрос белорусский селянин, он ведал масштабы. Привозили місцевих жихаров і показували їм ці гори трупів, це так само було. І вони так само, ми типа не ведали. Хоча на самом деле, ми все це ведали. Навіть у Ерфурті є такі музеї.
день Топ-Фунзон, это такая фирма, яка займалася випуском этих кремаційних печерів, і у їх там прямо в окна виходять з видом на цей Бухенвальд. Ось як це? Їх після вельми поздно притягнули до відказності, вони спробували доказати, що вони просто були такі предпринимальники, вони просто робили свою працю, а не то, що їх спеціалізація була зробити таку добру зброю для знищення людей, умовно кажучи. Але ось просто ігнорування цієї теми, це, напевно, властиво для різних націй. І, може бути, то есть далеко это не наша специфика, мне представляется. Не тільки чисто наша белорусская. специфіка. Це питання, як працювати з темами, зв'язаними з нашим соромом. Ми хочемо їх сховати, ми хочемо про них не говорити, нам приємно говорити про нас, про героїв, на друге місце, як про ахвяра. Говорити про те, у чому ми винуваті, це не тільки тема війни, це наша болюча частина. В этом сенсе нам больше пасує приклад наших сусідів, литовців і поляків. В Литві в середині, в початку 90-х вельми шмат було зроблено для відкриття правди. Ну так обвально, как все там разом, иллюстрация, там все там. И обвально свалилась на голову масса публикаций книг про масштаб Голокоста в Литве. Была масса фильмов, и ну, было, конечно, это все тут перед интернетом. И реакция большести интеллигентных людей, адекватных, была вельми негативна. Потому что с того, что эта правда на их обвалилась, виникало, что кожной литовской семьи есть пособники Голокоста. Тобто фактично на кожному прозвищі литовському, кожній родні есть такие люди. И, ну, и они некое это пережили, усталявали, они вельми шмат зробили для этого самоанализа. И году 5 назад снова вертаются до этой темы. І знову була публікація, знову та книжка, знову була резонансна, знову думки ділилися, ці варто там колупати ті струнки. Ми ж уже в Бразавську з'їздив, к стіні плача помолився, помники поставили, музей зробили. І, звісно, в Литві зроблено в этом сенсі, ну, недоравнально більше, ніж у нас. И, конечно, там не один радок, а несколько абзацев подручных ну там і злочинство зроблено непоравнально більше, ніж у нас. Але я думаю, что ее сенс нам больше поравноваться, ну, как бы, вот с такой, как бы, из теперешней Польши, я только вернулся и стал, ну, випадково свідком массы публикаций на эту тему. Классно. Давайте, может, по черзе. Я просто я думаю, что то, что это натурально отбывается, что мы память обмежовываем некими национальными рамками. Так само поглядеть просто могилы, кто наведывает могилы. Самые близкие люди, у першую чергу сваяки, калі гэтые могилы закинуты, значит, уже нема сваяков, нема уже близких людей, які будут наведывать. То же самое и с памятью про Холокост. И первые помники, присвяченные Холокосту, они стихийно яшчэ ствараліся, сапраўды, можа, раней за яму ствараліся тымі ацалелымі цудам габрэямі, якія маглі вярнуцца. Яны стваралі, і не заўсёды стаўленне дзяржаўнае было вось да гэтага такое станоўчае, і гісторыя гэтых помнікаў дагэтуль супярэчлівая. Вось мы у рамах летняй школы, присвяченай Холокосту, дзе Ірына таксама ўдзельнічала, наведвалі такі адзін помнік, і туды ім проста немагчыма прайсці, праехаць. Нават не ўсе мясцовыя ведаюць, што трэба ісці праз поле 10 некалькі кіламетраў да гэтага помніку. І таму тут гэта выглядае натуральным, што гэта памяць, вось яна сапраўды, ну, як бы вось абмежавана такім чынам нацыянальным. Але гэта не азначае, што сапраўды не трэба ведаць, не трэба уздымаць гэтыя пытанні. Я, можа, вось таксама хацеў падтрымаць спадара Ластоўскага, чаму вось сяляне не могуць, чаму гэтай памяці няма, што дэмаграфічная і структура насельніцтва гарадоў змянілася цалкам пасля вайны, і габрэі сапраўды складалі гэтую асноўную частку насельніцтва гарадскога, і змянілася проста гэта сфера паслуг, яна знікла зусім, дзе былі задзейнічаны габрэі. І таму як бы натуральна, што гэта вось не захавалася.
А яшчэ вось можна было б прыгадаць такі эпізод створы савецкага КАПО, дзе гэтая ацэнка Халакоста была вось такая, якая не адпавядае агульнапрынятым стандартам, што яна была такая антысеміцкая гэтая ацэнка. І гэтая праца яна выклікала такі нават грамадскі супраціў. Вось мастак Барыс Забораў тады просто была рэцэнзія Быкова ў «Праўдзе» на гэтую выставу, і ён толькі гэты твор абмінуў сваёй увагай, а рэцэнзія была такая станоўчая. Ну і на гэта адрэагаваў мастак Барыс Забораў, напісаў яму такі ліст. Быкаў ніяк не адказаў на гэты ліст, і толькі праз ужо там колькі год Быкаў вось ён прызнаў як бы сваю вось, што ён не меў рацыі тады, публічна прызнаў вось у гэтым канфлікце. Так што тут яшчэ трэба таксама вось прыгадаць гэты савецкі такі антысемітызм, які існаваў на дзяржаўным узроўні, што гэта вельмі цяжкая дарога да гэтай памяці Халакоста, і зусім па-іншаму будуць успрымаць яе беларусы, габрэі. Мы былі сведкамі, што вось калі падчас гэтай летняй школы там былі габрэі, у іх іншае стаўленне да гэтага помніка. Яны неяк моляцца, сапраўды гэта рытуал, гэта іх ахвяры. Яны іначай на гэта рэагуюць, чым вось іншыя людзі. Калі мы гаворым пра 3 разы мы згадуем гэты твор савецкі, ён і в савецкі час вісеў в адкрытым музеі Вялікай Адчыннай вайны, его нікуды не хавалі. І сёння ён, мне давялося гады 3 назад нямецкіх таварышаў, калекцыянераў завесці ў музей савецкага, і мне не хапіла слоў, каб патлумачыць, што это такое, чаму это вісіць сёння в цэнтры горада публічна, без каментараў. І просто можна адзін хуценька эпізод? Нават калі мы гаворым толькі пра адзін твор, ён не закрыты. Не, безумоўна, але ён адзіны такі, разумееце, і ён вось таму гэта таксама не беспрадметны. Вось ёсць такія творы, але у іншым ракурсе просто пададзены. Спадарня Волька, вы хотели? У меня реплика была на конт литературы мастацкай, якой тема. Есть такі цудоўны аўтар быў Аркадзь Капілаў. Ён напісаў кніжку, якая называлася «Замкавая», здаецца, 2.7. Ён жыў на Замкавай, ён напісаў доваенны Менск, менавіта Менск з такога габрэйска-беларускага гледзяшча. Это вельмі цёплая кніга, незвычайная, напісаная габраем. І выдадзеная она в Израиле, здаецца, в 80-х недзе, в сярэдзіне годах, но она распавядае пра то, як ён вярнуўся ў Менск пасля вайны і не ўбачыў нікога з тых людзей, якія жылі побач з ім на Замкавай, на всіх вот этих вуліцах, якія і пад Замкавай, і Завальнай. Пералічана вся топаграфія даваеннага Менска, менавіта старога цэнтра, замчышча. Гэта вельмі менская кніга. А на какой мове она была выдадзена? Што? На какой мове? По-руску. Ён во славу Родины газеце працаваў. Так, ён быў журналістам во славу Родины і, по вялікім рахунку, быў ціхі і шыфраваўся. Але дзякуючы намаганням яго жонкі была выдадзена гэтая кніга на яе сродкі. Але яна пра Менск гаворыць вельмі яскрава. Я просто все-таки хотел вернуться до того питания, некоторые толком не проговорили. Питание было тему селяне тлумачить, чому винищали габреев. Но я все-таки задаюся про своє міркування, що це питання не залишне, а таке як телеологічне. Тобто, тому що мова йде про мотивацію неких вчинків, які набувають великий масштаб. І мені подається, що для селянської свідомості це питання, перевиходить горизонт их наявных ведов, и тому мне, чекайте, доведу до конца. И это одразу реально викликало ступор, про який Олесь витлумачив, що їм було вельми тяжко відказати на це питання.
Але з іншого боку, аби Київ не попала ведаў, то яно правакавала хутчэй аднаўленне нейкіх стэрэатыпаў, якія існавалі ў сяроддзі, якія маглі быць скарыстаныя як тлумачальныя мадэлі. Мне падаецца, што в этом плане яно з аднаго боку было карысным, тому што оно дазваляла вывесці на паверхню тыя рэчы, пра якія людзям, напэўна, не казалі. Але з іншага боку, мы не можам адказаць дакладна, ці людзі самі падтрымлівалі гэтыя стэрэатыпы, якія яны агучвалі. Разумееце, што тут ёсць праблема. Тое, што вот яны там, тое, што там казалі ксяндзы, напрыклад, у Польшы, 20-х гады, нейкія іншыя рэчы, а сяляне іх аднаўлялі, але не зразумела, наколькі яны самі падтрымлівалі вось гэтыя рэчы. І, ну, трэба вот это нейкі момент атрымаць на увазе. Это разумное, слушно. И вот я просто хотел бы еще снять один момент, який вот так само вот прогучал вельмі хутка, и нет, мы его не проговорили, менавіта про коммерційный блок вартування габрэяў. Потому что, по сутнасці, это так само, ну, вельмі складанае з розных пунктаў гледзяшча і з маральна і так далей пытаннями. То есть тыя людзі, якія выратоўвалі габрэяў і бралі іх за гэта грошы, ці можам мы лічыць іх праведнікамі? Бо, ну, просто для Беларусі, наколькі я разумею, это яшчэ не такое пашыранае цяжкое пытанне, бо, ну, напрыклад, бо я ведаю, чытаў, што, напрыклад, калі взять про Польшу, там, напрыклад, дзе былі багатыя гарады, Варшава, Кракаў, Львов, дзе, ну, было багатае гарадское насельніцтва, шматлікае, і гэта была сапраўдная індустрыя тых людзей, якія вартоўвалі габрэяў і, ну, нажываліся на гэтым. Точно, сегодня это вельмі важно. Это одно з ключових питань. Відбулася реституція в Польщі. І многие поляки приносят документы, подписанные Габреем, передачей этой могильности 41-го, 42-го, 43-го года. И это их правы на эту маёмость, на эти домы, квартиры и так далее. И вот там это вельмі серьезно теперь анализуется, выводятся десятки их менавіта прикладов, про якія вы говорите. По-моему, никто из нас не долучил до правильных решений. Не, ну, Алексей, ну тут есть еще проблема. Когда ты ховаешь там семью, там, ну, дитя хотят, дівчинку ніяку габрейську, ну то ж треба кормить, треба там доглядати. Так само є такі моменти. Вот, а як это селянская семья будет робить? Я однозначно отказываю. Да, потом говорится про советскую Беларусь, что такие вот модели, польская, но у нас просто было куди ти з этим, хто те що перепише. Як мені мастаки кажуть, ну і тоді, значить, німці видали майстерню. Кажу, а що-то будували в Мінську? Ну ні, ну як же, это ж не придавали. Мастакам видали майстерню. Причем меня это завсюду шокировало, что мы почали, уже ронды, что вот мотали, что вот эта история. То есть отсутность каких-то коннотаций, как там, как про снег, сказано. Пошел, вызвали помешками, да, заселились, были, ну, зробили, яму силось. Ну, дети потом фиксы доставали. Ой, смешно было. И все, как. Вот эта отсутность каких-то оценок, надо ну, подумать, а як это резонує как бы, в ушах чужих людей. И вы знаете рацию, когда говорите про то, что я ремарку почав, что селянин, живучи на своем этом огороде, ну и по характеру своих занятков, не только, может, реально не ведал, але как бы ведал, не мог усвідомити масштаб. Ти будеш дати ускосно от протяг, это то прикладно як з розбуренням храму. Вот где куди не поедь, кто бурил? Ой, это приехавшие. Вот там приехали некие комсомольцы, некие там в Сибири, некие юные. Была бригада. Да, была бригада. Никто не признается, что сами песковцы, сами, а я ведаю, что, скажем, шары и костюм растягали сами жихари, там в Почаевичах, Шашинского сами, как раз, когда пришли немцы. Не, ну не все. Фольклорная вот эта свядомость, которая все фольклоризует и робит как бы інший свет, ну так, это так само финально, что свои не могли скинуть крышу. А про историю про комсомольцев, который залез там крышу скинуть, а после полета. Половина Крева это все Кревский замок. То есть по аналогии, когда мы говорим и про Голокост,
Тут мы так само, видать, стыкаемся с таким феноменом, такой вот как бы фольклоризации похода. Можно просто ремарку? Мы когда в Пинске разговаривали со строителями, пожилыми двумя, кто Карлинское кладбище сносил? И был вопрос, ну вот вы же строитель, строите лес, да, мы строители номер 2, говорит, вы раскапывали в 61 году кладбище, когда школу строили, да, говорит, не мы, это, говорит, приехали по путевке, говорит, вот, вы вынесли, вывалили, говорит, а мы потом приехали, просто, говорит, заровняли, ну что делать, ну заровняли, говорит, и все, и школу построили. Ну это не мы, говорит, это по путевке, там была бригада, вот они вот проездом были, выкопали, выкинули и уехали. Ну, апошнее питання. У меня питание было ремарка, просто литовский досвід. Меморіал московський забив виставу, яка привоз якої обмірковувався в майстерні історичній. Порівняння міжнародної вистави, вони взяли подушники з різних країн Європи про Другу світову війну, що пишуть. Они взяли там российские, и чешские, итальянские, немецкие, безумовно. Ну и было в Советском Союзе была Литва еще. И там вот просто вот литовским, ну, я не знаю, сколько подушников в Литве, может там есть великий выбор, может быть выбрали самый одиозный. Але там аккурат вот был вот той самый список, який Спараліс сегодня озвучивал, да, чему литовцы, уже не нацисты, а литовцы забивали немцев, потому что они, чему литовцы забивали гавреев, потому что гавреи коммунисты, злочинцы, там еще, ну, вот, еще три причины. Витали советские атаки, продали Литву. Вот, ну, хіба там просто шмат ну, альтернативних подорожників. Хоч хотілося б сюди побачити ту виставу тут у Мінську. Я, может, тогда еще просто згадаю один эпизод, точнее, Гродно. Мне в свой час Андрей Чернікевич подарував польські комікси, які випущені Інститутом національної пам'яті зовсім недавно. І там йде мова про 39-й год. І якраз от там саме головний негативний такий ворог, там, ну, якби, зрадник, це габрей, з габрейським прозвищем, таким носом характерним, який здає в Госсоветом, якби, і потім організовує репресії і ділить поляків. Тобто це от реально видатіння зовсім недавно комікс. Такие своеособлівые, такие вихрені культурні практики. Так что говорить нам про это и говорить. Так, так что я сподіваюся, що гэта не апошні раз. Ось, так само і з такими удзельниками цудоўнымі. Дякую вялікі за то, што прыйшлі.